Берни Салем, на связи Айнаш. Сегодня мы проходим сжато септик. Итак, незнание грамматики это многим усложняет. Неправильно поставить предложение, не знать, куда правильно поставить окончание. Это все затрудняет нашу жизнь. Также именно в общении или же в письменном виде. Трудности построения предложений, что вашу речь делает непонятной именно для собеседника. Немного расскажу о себе. Я преподаватель с 8-летним стажем. Мои ученики с разных городов мира. По моему курсу мои ученики заговорили за 2 месяца. Со мной изучают через фильмы, подкасты и песни. Досмотри это видео до конца, и я отправлю тебе формулу грамматики и также третье видео про путешествие, где мы будем разбирать казахскую речь. Обратите внимание, сжато септик. Сжато септик на русском переводится как местный падеж. Показывает, запомните, что показывает это место, именно там, где мы находимся, сидим, стоим. Вот это вот обозначает. Что обозначает местный падеж? Здесь показывалось место, получается, также время действия. Когда дүйсенбіде, когда в понедельник и так далее. Например, летом, жазда. Вот такие вот на вопросы отвечает. Также возраст человека. Якобы менің жасым 14-те. Представляем, что линейка, наша линейка возрастов, и мы находимся именно в 14 месте. Итак, давайте обратим внимание на сжато септик, который показывает место, время и возраст человека. На какой вопрос отвечает? На вопрос отвечает именно кімде, неде. Ну, еще также, если показывает место, тогда, конечно же, кайда. И тут я всегда говорю, обращайте внимание собеседника, как он задает вопрос. Получается, если собеседник задает вопрос, именно прислушивайтесь, и такое же окончание к вопросу вы добавляете, получается, к вашему ответу тоже окончание. Например, кім это же корень, и иде это окончание. И вот вам спросили, мысалы, бұл зат кімде, у кого? Этот предмет, вы говорите, вот этот де просто добавляете, похоже, значит, к рифму используйте сжато септик, значит, вам нужно использовать. И вы говорите айгульде, маратта. Посмотрите, обратите внимание, даже если я сказала де и да, та, они даже, если не похожи, но по рифму очень подходят, они парные звуки. Ну, так. Получается, вы прислушиваетесь именно к вопросу именно окончанием. Теперь, какие окончания добавляются? У нас есть окончание да, даде, та, те, и также да, нде. Начнем с та-те, очень легкий. Почему? Потому что т глухой, и именно произношение казахского языка всегда слово, когда заканчивается на глухие звуки, туда нужно добавлять всегда глухие именно окончания. Получается, та-те добавляется глухим. И также не забываем, самые первые звуки, 4 звука согласных, это б, в, г, д. Б, в, г, д. Они всегда, если вы видите именно, получается, глухие окончания, значит, вспоминайте, ага, глухие окончания, значит, они добавляются к последним звукам именно согласных и б, в, г, д. Всегда, не имеет значения, что было, это было бы та, те, либо же папе, может быть, из других окончаний падежей. Следующее у нас идет даде, это мы говорим ко всем остальным. Очень легко, остальным. Ко всем остальным. Значит, кроме глухих и БВГД, все идут сюда. Это гласные, сонорные и оставшие звонкие. Так, теперь остается третий вариант. Нда, нде, получается. Нда, нде добавляется только к третьим лицам, которые обозначают он, его, он. Например, давайте мы с вами сейчас попробуем. Например, оның сумка. Так, оның
Сумке, сумка его. Тут мы за счет он добавляем окончание с после третьего лица. Для третьих лиц получается, когда мы используем. И также после гласных с мягкое. Сумке, с, и показываем место, получается, в его сумке. Значит, мы показываем место, где будет мягкое, где. Вот так вот у нас получается оның сөмкесінде. Вот такие вот получается окончания у нас. Конечно же, не забываем, что мы смотрим на твердый да, та, да. Когда слово на последний слог заканчивается на мягкое, значит мы ставим де, либо те ставим, либо де ставим. Давайте мы с вами сейчас немножко, получается, попрактикуем. Обратите внимание, қыркүйек. К глухой. Теперь делим на слоги. Қыркүйек, последний слог Е, за счет буквы Е слог смягчился. Значит, мы ставим окончание мягкое и также после глухой К. Это у нас по таблице это те. Қыркүйек те получается. В сентябре. Также клуб Б, звонкий. За счет клуба у твердый из-за этого будет клуб та. Тоже та же булатта, екі бала бар. Следующее әуежай, и краткое, сонорное. Әуежай, жай, за счет твердый слог. И тут мы добавляем да. Әуежайда, хаттарыңызда, болат жиырмада. Теперь используем по правилу третье лицо. И добавляем окончание анда, анде. Тут у нас слово аялдама, остановка аялдама. На а заканчивается, гласная. Последний слог ма, за счет твердый слог. И добавляем здесь третье лицо, притяжательное окончание. Тут для третьего лица у нас окончание с, либо же Тут, конечно же, подходит после гласного это с, так как гласные и согласные, они противоположны. Здесь, значит, мы добавляем с. После третьего лица, вот с добавили, теперь добавляем как раз-таки местный падеж, чтобы показать место. Тут подходит у нас анда. И у нас получается аялдамас анда. Все вместе аялдамасында. На остановке, на ее остановке. Скажем так, оның аялдамасында автобус тұр. Автобус стоит на ее и его остановке. Вот так мы показываем место. Либо же мен Павлодар қаласында жұмыс істеймін. Қаласында. Я работаю в городе Павлодар. Приглашаю тебя на свой онлайн-курс, который длится всего лишь 2 месяца, где ты получишь выгодную скидку, окажешься среди единомышленников. И самое главное, вложишь знания, которые останутся у тебя навсегда. Эта инвестиция ценнее, чем 1 чашка кофе за 1 день. На курсе мы будем осваивать грамматику, также аудирование, будем слушать и разбирать казахскую речь. Также 2 раза у нас в неделю разговорного клуба, что поможет больше практиковать. Также будем изучать фильмы, подкасты, песни, изучать разные традиции, полное погружаться именно в культуру. Также мы встретим увлекательных собеседников. У вас есть 24 часа, чтобы получить 50% скидки. Напиши мне именно сейчас.